В ночь с 17 на 18 июля в нашем доме произошел пожар. Пожар уничтожил почти весь дом. Остались 3 квартиры, но они тоже уже не подлежат восстановлению, жить уже там невозможно. И, сегодня мы обратились в ДЖО, где нам сказали, что нам ничего не предоставят, так как у города нет квартир. И также нам еще сказали о том, что так как у нас приватизированные квартиры, вот мы собственники, то это уже наши проблемы, то есть решаем мы сами. И также не предоставили ни временное жилье, и ничего. Вот у нас девушка тоже вот-вот будет рожать на 8-м месяце беременности. Где сейчас ей находиться? Вот девушка-сирота тоже с ребенком осталась. У нас вот ипотека в этом доме. Жить негде. Загорелось не только наш дом, а сразу 4 дома одновременно на крышах. Люди видели вот за нами дом, вот 17/2, там крыша загорелась, по проводам видели, как искрило это все. Но там уже затаптывали так прям на крышах. Она уже полыхала уже. Хочется верить, что наше государство поможет не только мне, как беременной, не только сироте с ребенком, но и всем остальным, потому что люди действительно потеряли все. Выбежали многие просто в трусах. И вот паспорт элементарно успели взять. Все, у людей не осталось ничего. Дайте хоть надежду какую-то, что мы будем жить в своих собственных нормальных квартирах. Наше правительство очень часто сталкиваемся с теми проблемами, что мы, как погорельцы, собственники. Нам просто там в один голос говорят: вы думали, о чем вы делаете, где вы покупаете квартиру, вы же понимаете, что это деревяшка, и она будет гореть. Я мать-одиночка, алименты не платят. Я уже сколько я бьюсь моим детям, 14 лет. Благо, что они меня разбудили. Я потому что уже задыхаться начала, хотя живу на 2-м этаже. Единственное, я ночнушки, документы какие, благо детям, что они сориентировались и папку с документами взяли. Я успела только машину, извините, отогнать. Даже паспорт, я думала, что взяла, оказывается, не взяла. Мне пожарники потом принесли горелый паспорт. Я понимаю, что у нас государство должно все-таки идти. Я уже горю не первый раз. Жилья они нам не предоставляют. Дети, это не касается. Мэрия всегда сейчас старается сделать так, чтобы люди все были собственниками, а то, что горят дома, эти собственники ничего не получают. Как они ссылаются на то, что рассчитывайте на свои средства. Наша убедительная просьба откликнуться государству и помочь людям, которые остались реально без жилья на улице. Как этот процесс будет проходить, неизвестно. Когда мы задаем, кому мы еще должны обращаться, куда мы еще должны ходить. Все жмут плечами. Нет того сейчас резервного фонда, как раньше погорельцам давали. Нам бы хоть бы дали надежду, что через полгода, хотя бы через год, я не знаю, хоть так что-то будет. Многие согласны на жилье, хотя бы в деревяшке, как они говорят, такую же деревяшку. Что делать? Если взять такие эти дома, у нас в городе страховые компании, ни одна страховая компания не страхует эти дома. То есть людей ставят в такой тупик. Дом сгорает, застраховать ты его не имеешь права. Приватизированный, ничего ты получить не сможешь. Остаешься ты без жилья. То есть это тупиковая ситуация, из которого нет выхода. И что дальше будет, вообще неизвестно. Ничего нету вообще. Как рассматриваться эти все проекты, без понятия. Кто как мог, соседи все помогали, кто воду, кто девушку, кто валерьянку, кто что. Куда нам теперь идти? Кому мы нужны? Родственникам? Да где нам ночевать? У каждого свои проблемы. Нам негде ночевать, абсолютно. Абсолютно. Я сегодня в департаменте об этом сказала. Нам негде ночевать на сегодняшний день. Мы ночевали у знакомых на даче. А завтра нам идти на работу, послезавтра мы не знаем, куда мы придем. Там ночуем, еще у других ночуем. Скитаться сходить тоже все. Мы с маленьким абсолютно негде туда ночевать. Остались без средств к существованию, без одежды, без ничего. И без надежды. И без надежды. Деревянный фонд ни от чего не застрахован. Пожарные расчеты прибывают слишком поздно. В данном случае, в данной ситуации, да, действительно есть подозрение на то, что просто давали возможность разгореться дому. Причем возможность такую давали именно МЧС. Потому что, когда произошло все, начал возгораться только подъезд.
Значит, в результате приехал один расчет. Этот один расчет приехал через 20-25 минут после вызова. То есть в данной ситуации МЧС работал очень непрофессионально. Дом можно было спасти, вполне можно было спасти. Люди выпрыгивали со 2-го этажа, люди выпрыгивали с 1-го этажа через окна. Значит, управа наша не отреагировала, приехал представитель, автобус прибыл только в 6 часов утра. Первый, кто прибыл, это департамент жилищных отношений, их представитель прибыл. Значит, он тут с людьми беседу провел, все, как бы он стоял до последнего, пока вот пожар, погасили все. Управа у нас вчера только, то есть на следующий день только приехал у нас глава управы Подголов. Абсолютно просто сказал людям: в понедельник мы с вами встречаемся, и уехал. То есть никакой помощи не было оказано со стороны управы, ничего абсолютно. Как бы я вот, честно, я была очень сильно поражена вот действием нашего, значит, государства и так далее. До сих пор ни один представитель сюда власти не приехал, не посмотрел, что здесь творится, ничего. Просто все закрыто. Единственное, вот нам пошел навстречу, спасибо большое, значит, начальник департамента жилищных отношений, провел личную встречу, но я надеюсь, что все-таки у нас еще мэр откликнется, потому что, как правило, в таких случаях он всегда обращает внимание, да, там, значит, и, кто-то из вышестоящих инстанций, но на сегодняшний момент пока ничего. Даже вот просто элементарно не было организации горячего питания людям. Люди на следующий день, кто там что мог, спасали, да, из своих вещей. Не было организовано ни горячее питание, не было вообще абсолютно никакой помощи. Ни воду никто ничего не привез. Единственное, вот действительно благодарность огромная людям, которые отзываются. Отзывается обыкновенное, вот простое население, которое вот так же, как вот, значит, все мы, да, скажем, живут в среднем достатке. Люди из дома привозят сахар, хлеб, кто что может, вот помогают там немножко, деньги привозят, вещи привозят. Люди все абсолютно одеты в те вещи, которые привозит народ. Больше государство наше никакой помощи не оказало. И вот в данном случае действительно 3 года работает наша организация, 3 года мы сталкиваемся с этими пожарами. Вот этот пожар – это первый такой пожар, где никто не принял никаких мер. В случившейся ситуации мы все пытаемся обвинить наше правительство, да, значит, президента, мэра, департамент и так далее. Но дело в том, что, понимаете, у них связаны руки. Вся вина заключается в неправильно созданном законодательстве. А мы голосуем за депутатов, мы избираем депутатов. Вот в данной ситуации по нашему участку 2 депутата есть. Да, это Акимов Андрей Афанасьевич, Черных Сергей Викторович. Никто из них не подъехал, никто из них не обратил внимания на горе народа, ничего не предприняли. Так пусть хотя бы, когда проходят съезды, да, когда принимаются какие-то законодательства, пусть у нас законодательства принимаются в пользу народа. Голосует за них народ, избирает их народ. Поэтому пусть они думают о своем народе и принимают законодательство в соответствии с тем, чтобы народ не страдал в будущем. Потому что не во всем заключается вина нашего правительства. Основное – неправильно принятое законодательство в свое время.